أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Религиозные науки имеют 8 основных разделов. Это первое – айльм ат-тафсир, наука толкования Корана. Ученых этой науки называют муфассирами. Второе – айльм усуль аль-хадис, наука, изучающая разновидности хадисов и способов их отбора. Третье – айльм аль-хадис, наука о методах изучения хадисов учеными мухаддисами, тщательный отбор сообщений и изучение слов и привычек Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Четвертое – ильм усуль аль-калям, наука о способах извлечения знаний по основам богословия из аятов Корана и хадисов пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Пятое – ильм аль-калям, наука, разъясняющая суть единобожия. И связанные с этим 6 условий веры. Эти условия мусульманину необходимо знать, и не только необходимо произносить устно, но и воспринимать сердцем. Ученые этой науки, ильм аль-калям, называются мутакаллимун или мутакаллим. Шестое – ильм усуль аль-фикх, наука, разъясняющая способы извлечения знаний по фикху из Корана и сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это объясняется в книге Аль-Манар Абдуллах аль-Насафи, то же самое Абдул-Гани аль-Наблуси в книгах, которые называются Аль-Хадикату аль-Надия. Седьмая наука – ильм аль-фикх, наука, разъясняющая мусульманин способы исполнения поклонений телом. Разновидностей телесных поклонений 8. По существу они делятся на 3 основные группы. Это предписанные, обязательные, фарз, запрещенные, харам, и по желанию, ан-навафиль. Ученых называют фукаха или факих. 8 – это ильм ат-тасауф. По-другому эту науку еще называют ильм аль-ахлак или ильм аль-ихлас. Знатоки этой науки – мутасаввуф. С помощью этой науки избранные Всевышним Аллахом богобоязненные люди обретают духовную силу священного Корана. Мусульмане, достигшие уровня тасауф, исполняют все поклонения с любовью к Аллаху. Величие Аллаха они видят во всем, на что бы ни посмотрели, о чем бы ни подумали. Духовное возвышение достигается ими путем строгого исследования указаниям Всевышнего Аллаха. Каждый свой шаг эти люди соизмеряют с предписаниями Корана и сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Их высокая степень осмотрительности позволяет им избегать и запретное, и сомнительное. Это состояние называется вара. Вместе с преданием себя божественной воле, таваккуль, и терпеливым перенесением страданий, сабр, дает им надежду на получение от Всевышнего Аллаха благостей. Аллах субханаху ва тааля. Из 8 основных наук, перечисленных выше, обычным мусульманам необходимо изучение
трех. Это ильм аль-калям, ильм аль-фикх и ильм аль-тасаввуф. Обучение этим наукам в мере необходимости обязательно, фарду айн. Не заниматься вовсе этими науками, не обучать им своих детей – большой грех. Те же, кто отрицает эти науки, теряют веру в Аллаха и становятся кафирами. Об этом пишут в своих книгах Мухаммад аль-Багдади, Абдул-Гани аль-Наблюси, Ибн Габидин и другие ученые-сунниты. Более подробное изучение этих трех наук, также изучение остальных 5 весьма желательно. Фарду кифая.